Согласно последним данным, за сутки удалось уменьшить количество лесных пожаров на 32. В борьбе с очагами возгорания нашим службам помогают и сотрудники МЧС других регионов. В частности, 40 человек Камчатского спасательного центра работают у населенного пункта Кылай. Еще 40 человек тушат пожары у поселка Кимпиндяй Сунтарского района. Также задействованы 2 самолета БЕ-200 и 2 вертолета Ми-8. Подробнее о лесопожарной обстановке узнаем у руководителя лесного надзора и охраны лесов Министерства экологии и природопользования и лесного хозяйства Владимира Иванова. Владимир Алексеевич, передаю вам слово. Какую работу провели за сегодня и какова динамика ликвидации возгораний? Здравствуйте, Василий. Значит, по состоянию на 5 августа 18 часов всего на территории республики действует 101 лесной пожар на общей площади, пройденной огнем с момента обнаружения, 919 тысяч гектаров. Площадь активного горения составляет 15 тысяч гектаров. По 12 лесным пожарам, действующим на территории 8 муниципальных образований, проводятся работы по тушению лесных пожаров на общей площади 1193 гектара. На сегодняшний день локализовано 3 пожара на территории 3 районов. Это Алданский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский район. 344 гектара. На тушение пожаров всего задействовано 630 человек и 56 единиц техники. В зоне контроля лесных пожаров действует 89 лесных пожаров грозового происхождения на территории 18 районов с общей площадью 918 гектаров. Тушение которых приостановлено решением КЧС. Динамика пожаров выглядит следующим образом. Пожары, по которым принимаются меры, 6 пожаров за сутки ликвидировано на площади 590 гектаров по территориям 6 муниципальных образований. Это у нас Сунтарский район, Алданский, Вилюйский, Нюрбинский и Усть-Алданский, Хангаласский. Кроме этого, пожары, по которым приостановлено решение КЧС, за прошедшие сутки в связи с обильными осадками ликвидировано 26 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем которых составляет 313 тысяч гектаров на территории 8 муниципальных районов, по которым приостановлено тушение по решению КЧС. Прогноз у нас к исходу дня планируется локализация пожара 7А на площади 155 гектаров. Это расположенного на территории Усть-Алданского района. Таким образом, за сутки количество пожаров уменьшилось на 32 очага, площадь пожаров уменьшилась на 312 тысяч гектаров за счет ликвидации пожаров, обслуживаемых в зоне и в зоне контроля. В настоящее время проводится постоянное маневрирование сил и средств, а также наращивание группировки. Всего на тушение пожара привлечено 920 человек и 96 единиц техники. В тушении пожара привлечены также работники Федерального резерва Рослесхоза, авиалесохраны, 102 сотрудника. Решается вопрос переброски 98 работников авиалесохрана в республику. В настоящее время угроз объектам экономики и объектам населенным пунктам не имеется. Владимир Алексеевич, вы упомянули Сунтарский район, и по имеющейся информации наибольшее количество пожаров сегодня действует именно там. Скажите, какая работа ведется? По Сунтарскому району проведены следующие работы. Проведены 3 вылета Б-200, вылета 17,5 тонн воды. Кроме этого, за сутки по тушению пожаров в Сунтарском районе применены воздушные судна Ми-8. Выполнен 1 вылет, проведено 4 сброса, слито 20 тонн воды. По пожару переброшено 40 человек и 7 тысяч килограмм груза. На сегодня планируется применение на пожарах, проведение также тушения лесных пожаров именно с помощью Ми-8, а также Б-200. Переброшено 115 человек и 9900 килограмм груза именно по Сунтарскому району.
Спасибо за информацию. Я напомню, что о ситуации с лесными пожарами на территории Якутии нам рассказал Владимир Иванов, руководитель лесного надзора и охраны лесов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. Также напомню, что итоги работы служб и актуальную пожарную, лесопожарную обстановку мы обсуждаем каждый будний день в 18:15 по якутскому времени. Я же пока прощаюсь с вами. До встречи в эфире.